Друзья, приветствую вас на канале MyCar.kz. Знаете ли вы, что по результатам октября 2022 года Chery ворвался в топ-4 по продажам, обогнав даже любимую всеми нами Toyota. И результатом, конечно, послужило то, что Toyota в салонах нет, а Chery предостаточно. И самой продаваемой в линейке стала модель 7 Pro. А рядом со мной стоит самый младший 4 Pro. Давайте посмотрим, что есть у этого малыша, чтобы побайговать в сегменте компактных кроссоверов. Первый Chery Tiggo появился в 2005 году, называлась модель T11. Еще тогда китайцы пытались создать дизайн самостоятельно, без привлечения экспатов, поэтому первая модель была похожа на это, да. Это пародия на RAV4. Рестайлинг стал похож на Nissan Qashqai, и после того, как китайцы поняли, что копировать японские кроссоверы не очень, они привлекли Джеймса Хоупа. Джеймс Хоуп работал в Lincoln, Ford, разрабатывал еще другие модели для Opel и наконец-таки пришел в Chery. После этого у них появилась такая самостоятельная, самобытная модель. И в 2018 году ему на смену пришел Стив Юм, 50-летний кореец американского происхождения. Он руководил дизайнерами в General Motors. И благодаря вот этому человеку на сегодняшний день мы получили узнаваемые в потоке модели Chery Tiggo. Chery Tiggo 4 Pro сильно похож на своего старшего брата 7 Pro, все благодаря вот этой массивной сложной 3D решетке. Кстати, рекомендую вам, если вы будете приобретать данный автомобиль, за решеткой поставить защиту, потому что достаточно большие здесь отверстия, через которые могут пролететь камни. Начиная с комплектации премиум, у нас почти светодиодная оптика. Почему почти? Здесь небольшая странность. Когда вы включаете оптику, либо она включается самостоятельно при датчике света, здесь у нас дневные ходовые огни галогеновые, хотя вся оптика остальная светодиодная. Что вообще странно для современных автомобилей, это отсутствие противотуманных фар, это дневные ходовые огни, когда отключен основной блок. Кстати, в меню можно настроить, чтобы эта оптика освещала путь домой, настроить даже время, которое он будет освещать. Я думаю, это полезная функция в рамках этого сегмента. В целом дизайн получился такой миловидный. Я думаю, нацеленный сегмент — это дамы, женщины, мамочки, ну и, конечно же, молодежь. Им всем зайдет эта внешность. Chery имеет в своей палитре аж 6 цветов. Это у нас серые, но есть такие красные акценты здесь на пластике, на дисках. Кстати, вот это вот пластиковый элемент, вижу такое впервые. Красный суппорт. Ну и раз уже мы заговорили о дисках, здесь они 17-е, с завода комплектуются с зимними шинами. И если вы любите тишину в салоне, я советую вам их заменить. На арках, на нижней части здесь у нас не крашеный пластик, поэтому автомобиль не боится небольших притираний. Ну и в целом 19 сантиметров составляет клиренс, что очень неплохо. Можно не бояться бордюров, каких-то неровностей. Кузов оцинкованная сталь, гарантия от производителя 5 лет. И тоже хочется отметить, во всех комплектациях присутствуют рейлинги, что тоже неплохо. К внешности у меня нет никаких претензий для бюджетного сегмента компактных кроссоверов. Автомобиль выглядит актуально, свежо, но вот стоит чуть-чуть заглянуть под юбку, и вот там скрываются все косяки. Вот казалось бы, да, пластик, самый распространенный в мире материал, который создан человечеством, и на сегодняшний день самый дешевый. Китай, мне кажется, генерирует 70% этого материала. И почему они пожалели этот пластик добавить в подарочное пространство? Объясню. Часть подкапотного пространства, где идет обводной ремень, не прикрыта никак. Сегодня вот мы ехали, грязь, реагенты, соль, все это под колесами, и, конечно же, это проникает туда. У вас быстро произойдет износ этого ремня, быстро произойдет износ этого натяжителя. Поэтому обязательно устраняйте этот момент. Ну и я бы порекомендовал еще дополнительно защиту двигателя, потому что автомобиль комплектуется только пластиковыми
пыльниками. Chery Tiggo 4 Pro агрегатируется двумя видами двигателей на 1,5 литра. Турбо 4 цилиндра, но с разной отдачей 113 и 147 лошадиных сил. Последний, кстати, устанавливается во флагманский Chery Tiggo Pro 8. Этот двигатель агрегатируется вариаторной коробкой передач и может питаться 92-м бензином, что крайне оптимистично для качества нашего топлива. Что касаемо конкурентов, Geely Coolray и Havail Julion тоже имеют 1,5-литровый двигатель. В Julion похожая отдача 144 лошадиные силы, а вот у Geely аж 177 лошадиных сил. В целом про двигатель сказать нечего, это собственная разработка Chery. По ресурсам какой-то информации еще нет, но есть гарантия 150 тысяч километров или 3 года. Напомню, в нашем маленьком китайце вариаторная коробка передач. Большинство автомобилей из Поднебесной комплектуются почему-то роботом. Здесь решили поставить вариатор. И если робот грешит тем, что при начале движения происходит небольшая задержка, здесь же напротив большое количество крутящего момента именно в самом начале. И сегодня у нас такая снежная погода, местами гололед, поэтому исключительно езда в эко-режиме. Здесь режима всего два, это эко и спорт. При нажатии у нас меняется отображение на главном дисплее, ну и в остальном меняется работа вариаторной коробки передач. По шумоизоляции сносно для данного сегмента. Хотелось бы, конечно, слышать меньше всяких звуков из подарочного пространства, но, увы и ах. В целом, обзорность хорошая, хорошие зеркала, в которые не поставили датчик мертвых зон, но все компенсирует у нас камера 360, но, правда, пока что в режиме парковки. В целом, удобная посадка, удобно расположен руль. Единственное, конечно, как и во всех китайских автомобилях, сильно короткая нижняя подушка сидения. В остальном мне здесь очень удобно находиться. Моя претензия ко всем китайским автомобилям, то что они еще не научились настраивать подвеску как корейцы, либо как немцы. Здесь она тоже такая жестковатая, на сильных неровностях прям ходуном ходит кузов. Вот. Но в целом уже немного лучше, чем было год-полтора назад. Производитель заявляет расход в районе 7. У меня за эти дни не ушло ниже 10 литров на сотню. Ну и также, если вам интересно, заявленный разгон от 0 до 100 9,7. Майкар на Кульджинке можно вот так неспешно листать брошюры, общаться с менеджерами, сидеть на удобных креслах. Но если вы любите больше вещи делать в онлайн режиме, для вас есть решение. Это приложение MyCar.kz. Новое авто, авто с пробегом. Все они здесь на кончиках ваших пальцев. Ссылка в описании. Скачивайте, пользуйтесь. Чтобы открыть автомобиль, можно воспользоваться вот этими кнопками. Открыть автомобиль дистанционно. Но я желаю воспользоваться бесключевым доступом. При этом, когда вы подходите к автомобилю, он уже видит это и отпирает центральный замок за вас. Также обратите внимание на конструкцию двери. Она полностью закрывает порог, и также имеется резиновый уплотнитель. Соответственно, вы не будете марать ноги об этот порог. В полной комплектации у нас полностью электрические сиденья. При этом есть регулировка упора поясничного по вертикальной и горизонтальной плоскости, что достаточно удобно. Сиденье удобное, массивное сверху, но, как обычно, не хватает длины нижней подушки, все потому что в Китае средний рост намного ниже, чем наш казахский. В полной комплектации для водителя доступен экран на 8 дюймов, если не ошибаюсь. На этот дисплей можно выводить различную информацию о датчиках давления шин, текущий расход, остаток пути. Но печалит, конечно, то, что нельзя настроить отображение, дизайн. Меняется только цвет при выборе эко или спорт. В остальном отображение, качество, все более-менее.
На центральной торпеде у нас в стиле BMW расположился 10,5-дюймовый дисплей разрешением HD. У экрана хорошая отдача, приятный дизайн и также радует наличие Apple CarPlay, Android Auto. Здесь есть беспроводная зарядка, при этом если вы оставляете телефон на консоли, уходите из машины, автомобиль сигнализирует об этом, чтобы вы, соответственно, его там не забыли. Под дефлекторами у нас идут физические кнопки, которые отвечают за мультимедийную систему и также за управление мультимедийной системой и выбора режима вождения, спорт или эко. Ну и в нижней части у нас расположился сенсорный блок управления климат-контролем. Также альтернативно можно при помощи сенсорного экрана все настроить здесь. И, кстати, вот в этом меню климат-контроля можно включить обогрев стекла. Физической кнопки нет, это, конечно, немного минус. В остальном подогрев руля включается здесь, и подогрев сидений включается с этой панели управления климат-контролем. Руль у нас обит кожей. Имеется у нас регулировка по вылету, хоть и небольшая, но спасибо на этом. Ну и по вертикальной плоскости тоже такой не совсем большой угол. Есть моменты немного странные. Например, за центральное освещение у нас отвечает вот такой светодиодный плафон, достаточно яркий. У него вот такое матовое стекло. В то же время в шторке у нас отсутствует свет. И также в бардачке нету ни одной лампочки, ни одного маленького светодиодика. Они, наверное, посчитали, что вот этого света достаточно. Также имеется небольшой скромный люк. Я думаю, что здесь вообще неплохо было бы увидеть панорамное стекло, но хотя бы за люк спасибо. Шторка двигается механически, а вот уже за открывание самого люка отвечают кнопки. Я рад, что в Китае наконец-то закончился пластик а-ля рояльный лак. Здесь у нас на центральной консоли такой структурный шпон пластика. Внутри расположилась зарядка стандарта QI беспроводная. Далее у нас идут два очень скромных подстаканника, потому что, вот посмотрите, эти подстаканники, они есть, спасибо, но почему-то они расположены близко друг к другу. То есть рассчитаны они на такие маленькие чашки. То есть сюда два добротных таких стакана Кока-Колы 0,4 не поместится. Из приятного в этой нише есть возможность открытия дефлектора, который будет охлаждать ваши напитки при включенном кондиционере. Ну, мелочь, но приятно. Также имеется у нас вот эта ниша первого этажа, скажем так. Не знаю, сколько ездил на машинах с вот этими двумя нишами, никогда не пользовался ими. Ну, наверное, удобно. Сюда также спрятали порты для USB. В целом на картинке вы видите сами сочетание материалов, само исполнение, подбор цветов, все сделано органично. Вот это вот имитация шлифованного алюминия, красная строчка, эко-кожа, мягкий пластик. Все сделано, в принципе, добротно. Самое главное, нету запаха. И посмотрите, на сиденьях тиснение тига. Если бы это был Porsche, вам пришлось бы доплатить за это, по-моему, там в районе 500 евро. А тут совершенно бесплатный подарок. Очень под хорошим углом у нас открываются двери. Беспрепятственно садимся. Места сзади, конечно, для меня маловато. Хотя мои ноги под сиденьем поместились. Над головой достаточно места, но если рослый пассажир спереди, сзади мне, конечно, уже места нет. И если вы будете приобретать этот автомобиль, сажать сзади ребенка в автокресле, то обязательно защитите вот это сиденье, потому что он вам его испинает. Есть у нас подлокотник, для всех трех пассажиров доступны подголовники. Имеется USB-порт, подогрев сидений в двух положениях, ну и небольшой кармашек. Радует, конечно, отсутствие высокого центрального консоля. В целом, кого-то отвезти на небольшое расстояние в количестве 3 человек сзади
возможно. В дальнем пути я бы этого делать не рекомендовал. Вот, сиденья достаточно мягкие, удобные, но отсутствует регулировка по углу наклона сидушки. Багажник у нас без электропривода. И опять же, вот смотрите, это мой рост 187 сантиметров, а вот это нормальный среднестатистический китайский рост. Немного, конечно, неудобно рослым таким, как я. Пространство в багажнике, по заверениям производителя, 340 литров. Тоже странный момент, конечно. В Китае, мне кажется, дофига светодиодных ламп, но в багажник, хоть и такой небольшой, они умудрились поставить маленькую галогеновую лампочку, которая в кромешной темноте, кажется, ничего не осветит. Органайзеры у нас отсутствуют кармашки, есть только докаточка. Вот это была вся информация про багажник. В целом, спасибо хотя бы за ручку, за вот эту полку. Ну, машина для молодежи, видимо, делалась. Молодежи сзади, кроме меча, кальяна и колонки, ничего не надо. Майкар на Гольджинке представлен официально не только Chery, но и бренд Changan. И прямой конкурент четверки Pro — это новинка нашего рынка CS35. Давайте посмотрим, что у него есть. Так же, как на четверке Pro, здесь привод только на передние колеса, тоже 1,5 литра турбо. Из дизайна мне, конечно, нравится вот эта монобровь. Похоже очень на Volkswagen серии ID. Ну и две выхлопные трубы, насадки на них. Это настоящий не фейк, но поговаривают, что из одной из них идет дым, из другой дым не идет. По багажнику, в принципе, пространство, я думаю, так же, как на четверке Pro. Также у нас отсутствует сервопривод. Диски здесь уже 18-е. Дизайн прикольный, алмазная проточка. Ну, я думаю, в остальном практически такой же автомобиль, но есть панорамная крыша. Одно из ключевых отличий этого автомобиля от четверки Pro — это то, что на четверке Pro у нас вариатор бесступенчатый, здесь семиступенчатый робот с двумя сцеплениями. Внутри практически то же самое. Здесь у нас дисплей на 8 дюймов и небольшой дисплей на 10,5. Подогревы передних сидений, вентиляции нет, автохолд тоже имеется. Ну и вот такая вот вещь а-ля Cayenne, только для одного человека. Да, то, что, конечно, здесь есть панорама, это большой плюс для этого автомобиля. По ценам. Начинается C35 со стоимости 11 290. Это 1.4 турбо, 2 ВД, 7-ступенчатый робот. И комплектация люкс 12 миллионов 90 тысяч тенге, что, соответственно, идет в одном ценовом диапазоне с Chery Tiggo 4 Pro. Пойдемте смотреть дальше. Ну и следующая на очереди у нас Havail Julion, самый младший в линейке Havail. Этот бренд, кстати, зашел самый первый в рамках портфеля Astana Motors еще в апреле прошлого года, и уже к осени они продали первые свои 1000 машин. Julion очень хорошо продается, их много видно в городе. Этот автомобиль также оснащен 1,5-литровым турбомотором. Стартовая цена 11 миллионов, и в этой комплектации вы получаете механическую коробку передач. Что же касается самой полной комплектации, она уже идет 13 миллионов 400. Ну, внешность достаточно приятная. Мне особенно нравится задняя часть, там опять же монобровь, хорошие фонари. Вот здесь, конечно, много хрома, как во всех Havail. Диски у нас здесь также 17-е. Вот. Ну, пойдемте посмотрим салон. Мне нравится Havail Julion за его смелый и прогрессивный дизайн. Вот эта панель обита эко-кожей с текстурой. Здесь прострочка, здесь у нас имитация дерева, вставка бронзовая и торпеда такая полностью в структурном пластике. Он еще сделан по-дизайнерски. Если на него правильно падает свет, вы можете увидеть его текстуру. Центральная панель, здесь тоже бронза, дерево. Посмотрите даже на вот эту рифленую металлическую вставку, выглядит достаточно стильно.
Здесь, кстати, уже вот решена проблема с подстаканниками. Здесь подстаканник один большой, здесь маленький. Также у нас есть беспроводная зарядка, возможность вот так положить телефон, что очень круто. Отсутствует у нас люк или панорамная крыша. Руль, мультируль, также экран посередине и здесь небольшой. В общем и целом, спереди каких-то сильно глобальных отличий я не увидел, в отличие только вот дизайна. Вот как раз таки про что я вам говорил в рамках Cherry Tiggo 4 Pro, это защита порогов от грязи. Здесь порог у нас остается открытым, и, соответственно, когда вы открываете дверь, вот эта часть вся будет в грязи и будет марать ваши брюки. По ощущениям, не знаю, это только ощущение или как, но как будто бы в Havail Julion места сзади больше. Возможно, складывается впечатление, потому что здесь у нас ровный потолок из-за отсутствия люка и панорамы. И сиденья как будто бы расположены ниже. Вот. За это, конечно, лайк. Но за то, что цена больше практически на 1 миллион, за это дизлайк. Ну и стоит обратить внимание, то, что на 4 Pro отсутствует вот эта форточка. И, конечно, форточка тоже создает дополнительное пространство и объем. Вот как раз таки про то, что я вам говорил. Задняя часть, мне она очень нравится. Очень красивые фонари. Ну и визуально багажник на Julion выглядит побольше. Здесь уже вот обратите внимание, как я и говорил ранее, освещение стоит светодиодное и сразу света намного больше, чем в 4 Pro, где лампочка галогеновая. Подытожим, даже в базовой комплектации за 10,5 миллионов Cherry Tiggo 4 Pro дает многое своему владельцу. Здесь и подогрев передних сидений, подогрев форсунок, подогрев лобового, круиз-контроль, такой же экран, как в полной комплектации. У вас, конечно, будет безнаддувный атмосферный двигатель на 1,5 литра, но в целом за 2 миллиона можно и потерпеть. Полная комплектация стоит в районе 12 миллионов. И что на сегодняшний день происходит на рынке Казахстана? Отсутствие многих брендов из-за логистических проблем, из-за проблем с поставками. И что сейчас делают китайские автопроизводители? Они активно заходят на наш рынок. Что получает за это потребитель казахстанский? Получает автомобиль в наличии в первую очередь, а во-вторых, хорошее оснащение за адекватные деньги. К вопросам ресурсов мы вернемся позже, когда эти автомобили достаточное количество времени проедут по нашим дорогам. Ну и ликвидность мы тоже выясним позже, потому что на вторичном рынке еще неизвестно, как они себя покажут. На этом все. Увидимся в следующем выпуске. До скорого.